Сегодня поздняя осень, утро в высокогорном селе. Вокруг села возвышаются удивительной красоты горы. И такое чувство, как будто они стоят здесь уже миллионы лет. Но на самом деле когда-то это было не так. Когда-то на месте этого высокогорного села и этих гор плескалось древнее море. Остатки этого древнего моря мы сейчас с Адашем и попытаемся разыскать. Дело в том, что все, что осталось от морских обитателей, которые жили в морских глубинах миллионы лет назад, на месте Кавказских гор, это их панцири, это ракушки. Ракушка, превратившаяся в камень. Я думаю, многие из вас, кто смотрит под ноги, чаще, чем обычный человек, наблюдали под ногами такие очень интересные, круглые, закрученные в спираль конструкции. Вот это вот и есть древние окаменелые ракушки. И сейчас Адаш уже кусок какой-то ракушки, наверное, нашел. И вот они, древние ракушки повсюду. Повсюду древние ракушки. Им миллионы лет. На любом камне, где бы он ни находился, мы наблюдаем свидетельства. Удивительные ракушки. Конечно, интересно было бы найти рыбу, но ракушки тоже неплохо. И вот она, окаменевшая история Северного Кавказа. Да, ракушка. Вот, и любой камень можно вот так вот обрушивать, вот, а под ним окажутся ракушки. Вот сколько их. Во. Посмотрите, сколько их. Полностью морское дно. И вот такая картина, полностью из ракушек состоит этот камень. И вот Адаш нашел какой красивый кусочек. Посмотрите в камне. Как веточка. Вот еще одна ракушка. Интересно, что оранжевого цвета. Наверное, в ракушке много было железа. Адаш, а посмотрите сзади за вами какой круглый камень. И вот, Адаш, кто-то говорит, что это яйца динозавра. На самом деле это геологические образования. Посмотрите, уважаемые товарищи телезрители, эти геологические образования разбросаны по всему Северному Кавказу. Есть они и в горном селении Дай. Абсолютно круглая форма. Но это земля. И ничего общего с динозаврами вот эта вот круглая форма не имеет. Но сами по себе вот эти вот круглые камни, они интересные. Посмотрите сзади, как вторая планета. Еще один круглый камень. И вот так вот они, как две планеты, друг за другом. Рассыпай. Вот я вам всегда говорю, нужно ходить, смотреть под ноги, спускаться в глубокие ущелья, наблюдать. И жизнь окажется настолько интересной и прекрасной, без суеты. И просто вот, когда мы с Адашем ходим по этим ущельям, я чувствую свою причастность к великой истории даже возникновения Земли. Это удивительное чувство.
вот я всегда замечаю и показываю вам интересные штуки, как говорит Адаш. Вот это гриб на дереве, который вырос через палочку. Вот эта палочка, она проходит прямо сквозь гриб. Вот он такой интересный. Как медведь. Посмотрите, насколько уникальна природа, насколько уникальна структура природы. Какое огромное многообразие видов. Какая потрясающая фактура. Адаш, вы когда-нибудь слышали о том, что вот на месте гор было море? Да, старики что-то рассказывали, а что-то вода была по ущелью до конца, до Турции, корабли ходили туда-сюда, такое я слышал, но я не верил. Ничего себе. Ничего такого, что в таких местах море было, все было, это удивительное дело было, послушать даже, когда они говорили. Они тоже откуда-то слышали это, наверное. Вот, где-нибудь выше копаем, что рядом с Аргуном, это песок, камни круглые находим, лесу там выше, 1,5 километра от Аргуна. Все так говорили. Аргун выше был, сейчас упал туда. 1,5-2 километра выше копали. Да, выше, когда мы копали что-то. Аргун такой высокий был. Да, или Аргун высокий был, или море стоял. Непонятно, в общем-то. Никто ничего не помнит об этом. Ну а сейчас вы когда-нибудь думали, что ракушки прямо вот под ногами? Раз сейчас вы говорите, это ракушки остается от моря, от чего-то. Конечно, теперь я думаю, это от моря, значит, остались все это. Вот это время сейчас есть которые. Муллы будут, все будут. Откуда тогда советская власть был? Не поверил. Еле-еле люди молились там, молитв читали, собрались. А вот видишь, сейчас все свободно. То рады все. Конечно. Вот такие дела. Так что иногда надо прислушиваться к мнению старших, да? Конечно, надо, конечно, надо. Это в 79 году, когда говорили, я пацаном был, откуда я знал и думал про эту систему. Не было в голове такого ничего. Я мало встречал людей, которые занимаются окаменелостями, камнями. Как у вас зародилась вот эта вот мысль заняться камнями, окаменелостями? В общем, эта мысль у меня зародилась лет 5, наверное, назад. Впервые, которые я стал замечать какие-то необычные камни, похожие на ракушки, там, на моллюсков. Вот обратите внимание, вот эта ракушка, 5 лет назад мне его, значит, дал Сиритханов Асламбек еще. Вот. Из этой ракушки я начал, значит, собирать окаменелости. Второй, значит, вот он, тоже. Я его нашел во дворе у Асламбека. Вот он. Необычный такой рисунок. Четко выделяется. Жалко, что он сломан с 2 сторон. Но если бы это дополнительно, если бы камень остался бы целый, наверняка мы знали бы, что это такое приблизительно. Вот предоставил мне Юсуп Исамбулатов. Камень, он, значит, такой, здесь он порода, есть такие камни. Но когда я отломил эту сторону, выделился полностью круг, это моллюска. Подробности это может сказать сам специалист. Вот. Вот, значит, из камня, я его буквально нашел на дороге, я его, значит, раздвоил, и 3 штуки вот таких ракушек было. Вот этот, например, мне дал житель Элистанджи Гастиев Вахид. Вот. Ну, говорят, что это окаменелое, значит, дерево. Ну, похоже по этим рисункам, что это окаменелое дерево. Вот моллюска.
Она немного отломлена сверху, но внутри когда-то, много миллионов лет назад, теплилась жизнь. Очень похож на зуб огромного гигантского животного, жившего в доисторическое время, несколько миллионов лет назад. Вот, полностью он не окаменел, но этому животному, как говорят некоторые специалисты, более 15-38 тысяч лет, где-то 30 тысяч лет. Это левая часть нижней челюсти гигантского мамонта или слона, который жил в доисторическое время. Вот третий зуб у него упал, а вот два зуба еще сохранились. Нижняя левая часть животного. Вот на этом фоне мы видим ракушку. Гигантская ракушка. Когда-то здесь теплилась жизнь. И вот, уважаемые товарищи телезрители, посмотрите, это морская звезда. Пятиконечная морская звезда. Окаменелость. Это ведь действительно морская звезда? Да, действительно морская звезда. Мне его, значит, дал молодой мальчик лет 8, Дадаев Ибрагим, житель Ведено. И привез мне в музей и подарил. Вот, очень красивая вещь, очень красивая. Сейчас в моих руках зубы, якобы динозавры. Точно я не могу сказать, но однако я знаю точно, что на уровне 30 метров глубины при строительстве, значит, туннеля в Москве были взяты эти зубы и подарены моему сыну Рустаму. Рустам, в свою очередь, привез мне его и в музей подарил. Они даже отломленные, но это передняя часть зубов динозавра. Обратите внимание, что сегодня на территории Чеченской Республики можно найти даже бивни слонов, которые жили много, 15-30 тысяч лет назад на этой территории. Вот данный бивень, это кусок только его начала, около 90 сантиметров, был найден, значит, в районе Элистанджинский Ахк на уровне метр от самой речки. Да. Я его, значит, потихоньку выкопал, но он крошится, и так его на руках донес сюда, и сейчас он присутствует в музее. Вот камень, который мне дал Батукаеву дали. При строительстве, значит, дома они его отложили в сторону из-за этого необычного рисунка на нем. Здесь понятно, что здесь ракушка. Но здесь явно рисунок очертаний, значит, ракушки морской. Вот точно такая же ракушка, которую мы снимали. Вот она. Точно такая же. И, возможно, такого же периода. Несколько миллионов лет. Но это специалисты скажут. Главное, что это есть окаменелости. А сейчас мы уже находимся в республике Дагестан, в селении Акуша Акушинского района, где тоже бережно сохраняют в музее найденные окаменелости. Да где их нашли, эти аммониты? Ну, здесь вокруг селения их полным-полным. Вокруг селения? Вокруг селения, прямо в селении, сколько хочешь. А с чем это связано? Это доисторический океан Тетрис. Вот эти, которые были животные, назывались аммонитами. Вот они окаменелые, и вот они здесь лежат перед нами, вот, пожалуйста. И большие, и маленькие. Вот, значит, вот белемниты так называемые. Это как у нас пули дьявола называют. Ну да, вот чертов этого. палец, там пули дьявола и так далее, и так далее. Вот белемнит. Это, как говорится, останки осьминогов доисторических. Вот Это эти... и есть останки осьминогов? Да, именно осьминогов. Ничего себе, никогда не думал. Да, Очень вот. много таких в Дае. Очень много в нашем селе, в Горном. Да, Вот, уважаемые товарищи телезрители, посмотрите. Остатки осьминогов. Это зубы осьминогов, которыми он хватает. Не зубы. Не Это зубы? не зубы, нет. А что?
Это хвостовое окончание, которое хрящевое, которое потом окаменело и вот превратилось в так называемый белемнит. Ну, это его применяют даже в лечебных целях. Размельчают, очень порошок. много, я смотрю, ракушек здесь разных. И ракушки, все это самое. Это все остатки от того доисторического океана Тетрис. Вот сейчас Акуша, само селение, находится на бывшем дне вот этого океана. Все это окружено, вот селение находится прямо на этих морских отложениях. Вот когда днем снимаешь, видно там, прямо слоями все это самое идет. Да. Не могу сказать, какой период, Триас, там, юрский период и как, ну примерно так. Да. В конце программы хочется сказать, что на территории Чеченской Республики есть не только окаменелые ракушки, но и огромное кладбище динозавров. И можно сказать, что вся история развития Земли за миллионы лет лежит у нас прямо под ногами. Нужно только внимательнее присмотреться. И тогда мы увидим в расколотых камнях огромных морских чудовищ, которые косяками плавали в недосягаемых глубинах. И в воображении сразу возникнет наше доисторическое прошлое, которым так богаты горы Северного Кавказа. Изучение окаменелого наследия – это еще одна интереснейшая страница современной жизни Чеченской Республики, потому что без прошлого настоящее кажется недостаточно полным.